Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 28 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас. Карта дня у нас восьмерка трефовая. Что будет помогать, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Подсказывать будем на метафорической колоде. Итак, у нас выпадает восьмерка трефовая. Карта, которая говорит о том, что сегодня у нас какие-то большие цели, планы, какие-то большие намечаются мероприятия, сделки, встречи с какими-то людьми известными или влиятельными, да. И вот, знаете, здесь у нас такой день может пойти как бы по 2 направлениям. Если вы готовы к тому, чтобы вот эти крупные дела осуществлять, да, тогда у вас действительно помощь, поддержка, у вас действительно заключение каких-то сделок и, знаете, вот достижение ваших целей, рост, да. Если же вы еще не готовы к тому, чтобы решить какой-то вопрос, ну чего-то не хватает, ресурсов, информации, навыков и еще чего-то, да, коммуникаций, то значит тогда вот сегодня придется либо отказываться от чего-то, в общем, будут какие-то задержки и препятствия, или, может быть, будет действительно отказ, или, может быть, нужно будет как-то ждать терпеливо. Или, может быть, какая-то непреодолимая ситуация, да, которую вы никак не можете решить, просто потому, что время еще не пришло, вы еще не готовы. То есть нужно какие-то обходные пути тут искать, либо ждать. А также карта, которая говорит о том, что сегодня, может быть, будет необходимость как-то изолироваться, да, прийти в себя, подумать о чем-то важном, запланировать какие-то дела. Или будут ситуации, когда у вас будут какие-то преграды на пути вставать, знаете, как границы такие, да, вот слово граница, оно здесь решающее, то есть это могут быть любые вопросы с ограничениями, и насчет даже вот поездок за границу здесь тоже могут быть какие-то вопросы подниматься, какие-то темы обсуждаться, да, это может быть ограничение как материального характера, да, то есть вы, допустим, весь день можете провести в каком-то помещении, в каком-то здании, или, может быть, это будет ограничение, которое такого как бы нематериального характера, да, значит, у вас какие-то дела не решаются, вы не можете договориться, не можете получить нужную информацию, подписать нужную бумагу. В общем, вот такого рода тоже ограничения могут быть. Причем они довольно-таки значимые, да. Но в любом случае, смотрите, выход есть, он либо не сегодня, либо нужно просто по-другому как-то действовать, не так, как вы привыкли, новых людей находить, новые связи какие-то, да, новую поддержку для того, чтобы вопрос решить. Чего больше всего это будет касаться? Ну вот смотрите, здесь вообще у нас выпадает карта суда, да, для кого-то это действительно будет суд, да, и если у вас действительно уже все как бы готово, то вы можете выиграть суд, да, если же у вас еще нет какой-то нужной информации, в общем, если еще суд не подготовлен как нужно, то тогда вот сегодня не будет того нужного решения, которое вы ждете, да. А также это может быть как метафора суд, то есть могут люди вас осуждать, люди, которые вот, у которых есть власть, да, они как-то не хотят идти вам навстречу, у них там, может быть, что-то требуют для себя, да, может быть, какие-то постоянно инструкции появляются новые, да, какие-то новые требования, новые законы, распоряжения, ограничения, которые не дают вам здесь решать вопросы. Либо, если говорить об отношениях, да, вот ваш партнер или те люди, с которыми вы рядом живете, очень категоричны и не хотят прислушиваться к вам, не хотят вас понять и так далее. Что будет помогать? Будет помогать туз червовый. Карта говорит о том, что будет помогать, знаете, такое вот чувство, что я все равно справлюсь, я все равно сделаю, да, и вот такого оптимизма должно быть много, конструктива. Если не сегодня сделаю, так завтра, да, то есть я все равно добьюсь своего, то есть вот такая должна быть позиция.
Ни в коем случае не отчаиваться, не сдаваться, искать новые пути и думать о том, как это сделать, а не почему у меня что-то не происходит. Да? Что будет мешать? Дама трефовая. Если вы будете вступать в конфликт, если вы будете там обижаться, злиться, мстить, скажем так, или еще что-то такое, вот это все будет мешать. Кроме того, если вы будете на эти трудности как-то реагировать, разочаровываться, да, или, может быть, допустим, кто-то вас подвел, обманул, и вы будете слишком большое значение этому придавать. То есть, сделано и сделано, то есть пошли мимо, да, другие пути какие-то искать. А также, знаете, может быть, если отношений касается, не нужно ревновать, не нужно манипулировать, вот нажимать как-то на своего партнера. Нужно искать какие-то вот пути, чтобы вы могли действительно понять друг друга, договориться, чтобы всем было хорошо. В отношениях здесь выпадает у нас для тех, кто в поиске партнера, Джокер. То есть вы можете действительно встретиться с человеком каким-то новым, да, который либо как-то себя ведет экстравагантно, либо это человек, профессии какой-то, с которой вы никогда не сталкивались, да. В общем, что-то такое новое, необычное будет в этом человеке, это вас удивит. Это, кстати, может быть и поводом для знакомства, да. Подойти, спросить о чем-то, что вас удивляет, или, может быть, просто заговорить, чтобы получить какую-то нужную информацию. И вот таким образом может завязаться знакомство. Теперь, кстати, вот этот человек, карта не раскрывает нам, какие будут дальнейшие взаимоотношения. То есть отношения могут быть, а может и не быть. То есть это что-то такое, знаете, такой кратковременный шанс, который вам дается. Если вы его используете, дальше отношения могут развиваться. Если не используете, значит тогда все как было, так и будет. А вот эта карта Джокера, она очень быстрая. То есть, если видите действительно шанс какой-то, нужно обязательно делать какие-то движения, да, нужно обязательно там знакомиться, говорить, спрашивать. В общем, что-то нужно делать самому для того, чтобы здесь встреча произошла. Шестерка червовая для тех, кто уже в паре. Карта говорит о том, что вот действительно сегодня какие-то сложности, сложные какие-то отношения, непонимания, ссоры, они могут наконец-то прекратиться. Наконец-то есть возможность сегодня договориться. Может быть, новый поворот какой-то в жизни вот у вас, да. Может быть, кстати, известие о ребенке. Здесь вот Джокер может об этом говорить. Да, в любом случае, смотрите, вот карта говорит о том, что у вас здесь перемены значимые. Может поменяться ваш партнер, хотя вы, допустим, на это уже не рассчитывали. Может быть, у вас какая-то перемена произойдет, которая повлияет на отношения. То есть здесь действительно что-то неожиданное происходит в вашей жизни, что вас полностью меняет. Если говорить о детях, допустим, да, то, естественно, там появление ребенка или информация о беременности может полностью ваши отношения поменять, и все ваши какие-то там тревоги, ссоры и все прочее, оно уходит на второй план. Или, допустим, какой-то человек новый появляется, и, допустим, там в семье, да, и вы как-то переключаетесь. То есть, что-то такое неожиданное, что заставляет вас совершенно по-другому посмотреть на ваши отношения друг на друга, на какие-то ссоры, споры и так далее. То есть все перемена к лучшему идет. И вообще это часто карта исцеления, то есть идет исцеление ваших взаимоотношений. И причем это может быть очень неожиданно, какой-то повод представиться к этому. Для тех, кто в ссоре, шестерка трефовая, вот здесь может быть вполне окончание отношений, поэтому если вы хотите их сохранить, будьте осторожны. Да, смотрите, прежде всего нужно в себе видеть причину конфликта, да, и либо себя спрашивать, нужен мне этот человек или нет, счастлив я буду с ним или нет, если продолжу эти отношения. То есть самое главное быть в согласии с собой. Если вы считаете, что человек вам очень нужен, да, то тогда нужно подумать, что нужно сделать для того, чтобы ваши отношения стали совершенно другими, качественно другими. Потому что если они будут оставаться такими же, как есть, тут нет никакой возможности их продолжать. И опять же, смотреть нужно на себя, то есть не на другого человека, а в нас самих здесь какая-то причина.
А теперь работа. Те, кто в поиске работы, король бубновый, вы можете вполне найти работу либо после обучения, либо вдалеке от дома, либо это будут какие-то коммерческие организации, да, может быть, это организации, связанные с деньгами, это бухгалтерия, банки и так далее, и так далее. В общем, в принципе, если вот у вас профессия связана с деньгами, с поездками или с образованием, вот хорошее время для того, чтобы найти работу. Для тех, у кого уже есть работа, десятка червовая выпадает. Карта говорит о том, что у вас хоть и сложный день будет, но у вас будет постоянно рядом дружеская какая-то поддержка, помощь, возможность решить вопросы с помощью других людей. То есть вам как-то комфортно все равно этот день будет даваться, несмотря на какие-то преграды и сложности. И как совет, нужно слушать себя, слушать свою интуицию и настраиваться на хорошее будущее. Даже если сейчас не очень хорошо все происходит, да, вот мысли о том, что когда-то это все закончится и будет все так, как нам нужно, это будет помогать. Для тех, у кого свое дело, дама червовая, дама бубновая, говорит о том, что у вас открываются какие-то новые источники дохода, новые клиенты могут приходить, новые партнеры. В общем, как-то у вас здесь умножение ваших возможностей, да, или, может быть, вы захотите какие-то новые темы в своем бизнесе открывать, да. Также карта говорит о том, что у вас будет необходимость сегодня принять какое-то решение, сделать важный поступок, какой-то правильный выбор. Причем это будет сделать сложно, потому что, скорее всего, выбор будет многозначный, то есть вариантов будет много, и будет сложно принять решение, потому что, ну, есть такое опасение ошибиться, да. Вариантов много, какой из них выбрать? И вроде бы они все хорошие, а что сделать правильно? Нужно-то что-то одно. Вот как-то так может сегодня день пройти. И также карта призывает вас свободно принимать решения не под действием кого-то, да, не под действием чужих слов, мыслей, а именно по своей воле. Для финансов. У нас для тех, кто на зарплате, выпадает валет червовый. Карта говорит о том, что будут сегодня денежки, скорее всего, от вашего партнера или от близких людей, от семьи. Или вы будете тратить деньги на своего партнера, на семью и так далее. Да? Так, давайте поподробнее тут посмотрим. Да, скорее всего, вот сейчас, может быть, у вас какая-то нехватка денег, да, но вам могут помочь в этом либо близкие люди, либо друзья. То есть как бы временная такая помощь вам может быть оказана. Обращайтесь, если что, к близким людям и к друзьям. Ну, либо они сами просто как бы так сложатся, да, что они вам помогут деньгами. Решат ваши вопросы, помогут решить ваши вопросы. Для тех, кто зарабатывает своим делом, десятка пиковая. Карта говорит о том, что здесь у вас перемены, у вас, возможно, открываются какие-то новые пути финансирования, или, может быть, вы расширяетесь как-то через интернет, допустим, больший охват у вас, и с помощью этого больше зарабатываете. Может быть, меняете окружение, да, может, меняете партнеров, меняете клиентов и так далее. То есть и от этого тоже как бы деньги по новому пути приходят к вам, да, новый финансовый источник какой-то, или просто какие-то изменения, да, преобразования какие-то в финансовой сфере. Допустим, вы раньше там особо не считали, сейчас начали контролировать, да, или, допустим, раньше не задумывались, что можете каким-то образом дополнительно заработать, сейчас вот задумались и уже даже что-то сделали. В общем, карта новых таких предприятий, перемен, которые касаются вашей финансовой сферы. Сейчас достану дополнительную карту. Да, может быть, сейчас вам кажется, что результата нет, но он скоро будет. Не нужно бояться, не нужно как бы идти на поводу у своих страхов и лени и так далее, в общем, чего-то такого негативного, да, то есть нужно все считать, нужно советоваться с правильными людьми, но принимать решения самостоятельно и ничего не бояться. У вас действительно тут могут быть какие-то улучшения. А по итогу дня что будет у нас? Так, по итогу дня мы поймем, что нам мешало
вообще развиваться, что нам мешало двигаться вперед. То есть мы примем решение от чего-то отказаться, либо хотя бы просто поймем причину того, что нам не давало расти, не давало зарабатывать, не давало понимать друг друга в отношениях. Может быть, какие-то старые обиды вылезут. В общем, сегодня в конце дня вы поймете, что именно из жизни нужно удалить или в чем навести порядок, или на что пролить свет, да, что вот не дает вам жить так счастливо, как вы мечтали. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.